К играм «Дети Азии» готовы. В Якутске официально открыта деревня спортсменов. Всего будут работать 10 корпусов общежития студгородка СВФУ. 8 для спортсменов и 2 для волонтеров. На данный момент заселение прошли участники из Сирии, Казахстана, Китая, Пакистана, Монголии, а также регионов России. Подробнее о встрече спортсменов расскажет Тимур Калмогоров. Музыка, танцы и море веселья в очень разношерстной компании. Участников спортивных игр встретили яркими выступлениями звезд якутской эстрады, а также творческих объединений студентов СВФУ. Делегации встречали при посадке прямо в аэропорту. Их встречали в национальных костюмах, по национальному кумысам, в чаронах, оладьями. Здесь мы встречали делегации, приветствовал лично я. И у нас была церемония поднятия флага под гимн определенной страны. Спортсменов из разных стран объединяет не только соперничество, но и общий дом, который для них стала деревня спортсменов. На данный момент заселилось порядка 1500 спортсменов и около 1000 волонтеров. Всего планируется принять более 4500 участников. Несмотря на то, что не все делегации еще прибыли в Якутск, но судя по всем участникам, которые присутствовали сегодня на открытии, чувствуется, что дети очень рады и открытию деревни. Они завязываются, новые контакты, новые друзья заводятся. Я уверен, это место станет местом притяжения для юных спортсменов, потому что они, как я уже отметил, будут находить новых друзей среди разных стран, разных национальностей, говорить на разных языках. На протяжении всех игр спортсменов и гостей будут ждать не только соревнования, но и множество развлекательных и культурных мероприятий, которые познакомят их с Якутией и историей зарождения самих игр «Дети Азии». Спортсмены, объединенные общим настроением, водили хороводы осохой, танцевали, пели, знакомились и просто веселились от души. Ведь цель игр – это не только спортивные достижения, но и общение между участниками из разных стран. Тимур Калмогоров, Станислав Потапов, Якутск.